Зеленая? И вовсе не зеленая. Василиса прекрасная. Жена моя. Сказка из детства, известная, наверное, всем. Царевна-лягушка, которая учит добру, трудолюбию и как бороться за свое счастье. Через какие только испытания не проходят сказочные герои, чтобы обрести его. Сокол! А ты не знаешь, где Кощей Бессмертный живет? Не знаю, но я тебе еще пригожусь! Путь, ведущий к цели, далеко не близок. Чтобы найти свою Василису, придется Ивану-Царевичу побывать на жутком болоте и в темном лесу, победить Кощея Бессмертного. Юные зрители с огромным интересом наблюдают за происходящим и поддерживают актеров аплодисментами. Мне понравился герой Иван-Царевич, потому что у него была красивая жена, он был храбрым, потому что он хотел убить этого Кощея Бессмертного. Мне с моим классом понравилось, когда в моменте появилась Баба-Яга, потому что она была доброй. Буду. Примерили образы сказочных персонажей народного фольклора актеры Смоленского областного театра кукол имени Дмитрия Светильникова. В постановке задействовано 4 артиста. За каждым закреплено как минимум 2 роли. Самым любимым героем для ингурских зрителей стал Иван-Царевич. Эта роль досталась Анастасии Десневой. Со слов девушки, благодаря взаимной отдаче зала спектакль прошел на высшем уровне. Все очень доброжелательные, добрые, все подбежали, сказали, какие вы молодцы, какие вы замечательные, как нам все понравилось. И очень хорошо реагировали на какие-то наши шутки, на вообще, в принципе, на все действие. Очень хорошо смотрели, аплодировали. Коллектив посетил республику в рамках государственной программы «Большие гастроли». Помимо «Царевны-лягушки», за 3 дня актеры показали такие спектакли, как «Серая шейка» и «Заколдованная принцесса» в постановке Павла Акинина. Эти спектакли выбраны с целью познакомить ингурского зрителя с русской культурой и обычаями. Мы хотели познакомить тоже, показать максимально русский спектакль с музыкой русской, с русскими танцами, с элементом русского творчества, частушками. Мы посмотрели, ребята, да, им прекрасно все понятно, они с радостью впитывают и эту культуру тоже. Для актеров Смоленского театра кукол это первые гастроли в нашей республике. И, как обещают сами кукольники, не последние. Сейчас артисты готовятся к очередному выходу на сцену. Малика Измайлова, Абдуллах Алухоев, Новости 24.